Господин посол, здравствуйте. Дипломатическая миссия Латвии в Беларуси длится уже 28 лет. Скажите, какие культурные события за эти годы вам хотелось бы отметить? Мы соседние страны. И очень много происходит, есть такое выражение по горизонтали. То есть города связаны с городами, библиотеки с библиотекой, университеты с университетами, музыкальные академии с музыкальной академией. И эти связи, они не такие проекты, которые начали вчера. Это долгие-долгие годы, потому что судьба наша нас свела вместе, и географически, исторически мы очень близкие народы. И это есть, может быть, и ключ. Ключ, чтобы говорить о жизни культуры. Можно уже говорить о сложившихся за эти 28 лет традициях. В принципе, это больше. Народы связаны исторически более длительный период. То есть корни идет через поколение. И это более серьезно, в принципе. То есть это передается, это идет в культурном коде уже поведение. И есть очень хорошие примеры. Особенно, скажем, интересна культурная жизнь, культурные связи в Витебске. Каждый второй, третий говорит: да, я недавно был в Витебске, недавно был в Краслове. Я тогда приехал в ноябре, большие дни культуры. Я говорю: дни культуры Латвии? Да. У нас каждый год. Я говорю: каждый год. И всегда есть большой интерес? Да, большой интерес. И большие связи. В этом году я был в Витебске, например, там было выступление Даугавпилского оркестра аккордеонов. И были большие выставки наших художников. Не просто, скажем, в живописи, но, например, даже в таких отраслях, как отрасль художественной медали. Есть профессор Цибульский, профессор очень видный, знающий, и он патриот. Он патриот это нашего культурного сотрудничества, от всей души, и он знает эту культуру капитально. Есть целая плеяда этих людей, которые взаимосвязаны и так далее. Скажем, летом была огромная выставка, которая посвящена столетию Латвии, вашей национальной библиотеки, центральной. Я подумал, откуда, значит, такая выставка? Она монументальная, капитальная, это большие ресурсы, чтобы такую выставку чтобы сделать и так далее. И опять я им должен сказать, это линия человеческая. Оказывается, что оба директора, и нашего национальной библиотеки, ваши, они просто очень хорошие товарищи, коллеги и друзья, которые имеют очень хорошие профессиональные и дружеские отношения. То есть здесь личностный элемент играет огромную тоже роль. Будет открываться выставки из галереи культурного центра в Даугавпилсе Марка Ротко. Марка Ротко центр, они колоссальное здесь сотрудничество. Они связаны здесь очень много хороших этих горизонтальных связей. Я буду приходить туда, и в эту выставку 3 видных художников из Латвии будет в вашем центре современного искусства. Я недавно был у ректора вашей академии музыки, и она действительно гордилась. Она сказала: у нас колоссальное сотрудничество с нашей академией музыки. В каждой стране есть отрасли или виды музыки, которые очень развиты. Например, в Латвии у нас есть очень сильно развитая тоже, скажем, школа хоровой музыки и так далее. В то же время я должен сказать, что есть в материальном смысле более длительные культурные факты нашего сотрудничества. Например, была издана книга, которая посвящена столетию Латвии, и которая действительно, сейчас тогда, когда я иду в гости или так далее, я тогда дарю своим белорусским друзьям. И еще больше я могу сказать. Издана история Латвии на белорусском языке. Но ведь существуют мероприятия и государственного уровня. Например, будет подписываться программа сотрудничества между министерствами культуры и так далее. И там, когда смотришь, там действительно все отрасли, которые есть. Мы не случайно находимся в театре Янки Купалы. Ведь очередным звеном в цепочке культурных взаимодействий стало подписание договора между нашими театрами. Это колоссальное событие. Я поздравляю оба театра и поздравляю всех любителей, конечно, театрального искусства. То, что было подписано, это действительно очень хорошее, серьезное событие. Как сказал директор нашего Даугавпилского театра, мы действительно гордимся, потому что это колоссальный театр. Янки Купала — это профессиональный, очень высокого уровня театр. Это подарок. Спасибо, господин посол, за интервью, и до новых встреч с культурой Латвии в Беларуси.